Ну, наконец дождались нашего кочевника. Пришел, вот с ребятами собрались. Мирлан, Тиит, Миргун. Разбираем мотор. Сейчас забираем. Потихоньку все будем сейчас. Опять у нас ностальгия по тем временам, казалось бы, недавним, как мы большой дружной компанией здесь отдыхали. Касаныч, передавайте всем привет. Как себя чувствуете? Ностальгия не мучает? Отлично, хорошо. Наш дорогой катамаран, доставивший нас везде, куда нужно. Ну, пора и честь знать. Пора зимовать. Еще да? Сегодня уже 27 октября. Пока еще сильные морозы не пришли. 0, -3, такая погода. Вот. Лед только-только начинает идти по лени. Еще ледохода нет как такового. Но снег уже лежит. Хорошо. Так что все закончилось. История повторяется. Сейчас сижу с фильмом. Плотненько уже начал с утра до вечера. Ну, сейчас все время посвящаю именно ему. Надо сделать хорошую работу. Борода у меня растет. Сходил в парикмахерскую. Сказали, что надо еще поотращивать. Потому что криво по краям растет, в центре нету. И если, говорят, хочешь, чтобы что-то нормально получилось, еще походи месяцок, отрасти, что получится, а потом мне там ее подстригут, как-то сделаю. Знаю, что многим не понравилось, но очень необычное чувство. Никогда с такой бородой не ходил. Поэтому, ну, интересно, это что-то новое в жизни. А может быть и пойдет, может быть пострижется так хорошо, что будет смотреться. Так что посмотрим. Ну что, я наконец доехал до парикмахерской. На самом деле, я бы еще поотращивал, потому что мне сказали, надо подлиннее сделать, чтобы, ну, какую-то более интересную форму придать. Но у меня на эти выходные сразу там 2 мероприятия, потом в понедельник, еще вторник, возможно, интересное мероприятие, о котором я как раз хочу в этом видео рассказать. Но я пока еще жду информацию о его подтверждении. Я думаю, есть люди, которые давно ждут что-то такое, и я никак не мог на это решиться, но надеюсь, все получится. А пока пойдемте. Мистер Деппер называется. Если понравится, сделаю им небольшую рекламку. Не благодарите. Так, ну что, знакомьтесь, это Нил. Вот сейчас что-то попробуем сделать. Ну, он говорил, что мне нужно поотращивать еще все-таки, да? То есть тут сейчас будет сложновато, но так как мне уже надо стричься, будем сейчас вот что-то делать. Что, уже лучше? Нил, спасибо. Ну, вообще, да, прикольно. Но еще поотращиваем. Сейчас, пока он сделал все, что можно было сделать, но чтобы еще было более такое бородистое, надо отрастить. Я понимаю, что не всем понравится. Даже мой папа меня критикует. Говорит, ты, говоришь, что это такое? Ну, слушайте, если честно, многим нравится. Особенно девушкам. Вот мне, я спрашиваю, мне говорят, что вот, ну, прикольно. Так что вот... На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, всем не угодишь, но, если честно, мне вот хочется. Не могу себе отказать в этом желании. А так, я сейчас, пока сидел стригся, я понял, что я так, типа, интригу создал, вот будет мероприятие, но я о нем вам расскажу попозже. Я же название ролика сделаю, как это мероприятие, поэтому, что там, какая может быть интрига. В общем, встреча с подписчиками, вот у всех людей, кто занимается блогингом, бывают такие мероприятия, у меня никогда не было. И как-то я, ну, не знаю, стеснялся всегда. Мне как-то неудобно, типа там, ну, не знаю. Ну, в общем,
как-то я не мог решиться. А сейчас у меня же закончился автопробег Дружбы народов, хотя я еще монтирую видео, не до конца сделал. И надо подвести итоги официально. И вот Дом Дружбы народов имени Кулаковского в Якутске. Сейчас я договариваюсь, чтобы во вторник в следующий провести мероприятие, ну, завершение итогов по нашему автопробегу. Я собирал землю, как вы помните, и надо эту землю передать. Я хочу в Дом Дружбы народов передать. И у нас есть идея в будущем, по весне, посадить дерево Дружбы народов, смешав вот эту землю между собой. Ну, может быть, частично вот со всех регионов взять по крупице земли и все это посадить вот какое-то дерево. Вот такие планы. Но пока еще не знаю. Сейчас я как раз хочу поехать уточнить, все ли у нас получается. Если получается, я объявлю время, место и дату. Итак, друзья, мне подтвердили, все в силе. Я вас приглашаю в Дом Дружбы народов, в гостиную Дружбы народов 1 ноября, это вторник, в 19:00 на встречу подведения итогов автопробега Дружбы народов. Ну, собственно, это можно назвать встреча с подписчиками. Так что приходите, буду рад, наконец, познакомиться лично. Особенно интересно было бы познакомиться с очень активными моими зрителями, кто часто оставляет комментарии, кого я уже знаю, допустим, так вот по имени, по нику. Но интересно вживую познакомиться с человеком. Так что буду рад пообщаться, ответить на ваши вопросы. Ну и, в принципе, подвести итоги первого этапа проекта «Планета Дружбы народов», автопробега Дружбы народов, чтобы зарядиться на дальнейшие действия в этом направлении, в реализации проекта. И еще один момент. Есть вероятность, что мы сможем здесь, в Доме Дружбы народов имени Кулаковского, запустить в прокате первую часть фильма «Кочевники Ледовитого океана». И пока я делаю вторую, вы сможете посмотреть ее на большом экране. Возможно, об этом я скажу попозже. Если вы даже смотрели фильм где-то на мониторе, то большой экран — это совсем другое. Я сам бы с удовольствием пришел, еще раз посмотрел. Ну, надеюсь, все получится. А кто не видел фильм, то обязательно приходите, тоже посмотрите. Ну, я еще раз повторю, объявлю об этом отдельно, как только все получится. Пока у нас мы занимаемся организацией вот данного мероприятия на 1 число. Все, давайте, до встречи, всех очень жду. Постскриптум. Хотел еще добавить, что для меня это первое мероприятие такого формата, встречи со зрителями, ну, с подписчиками, как это принято называть. Немножечко волнуюсь, но я думаю, мы справимся.